Я расскажу одну последнюю историю, внимательно слушайте. Был человек по имени Абу Мансур. Он был набожным человеком. Он всю жизнь поклонялся Аллаху Джалла ва Аля. И перед смертью он плачет. Дети окружили отца и говорят: папа, почему ты плачешь? Побоявшись смерти, он говорит: да. Дети сказали: папа, ты всю жизнь поклонялся Аллаху, и ты должен столько плакать, папа. Он говорит: да. Я боюсь, говорит, этой смерти, этой могилы, ибо это место не знакомо мне. А кто-нибудь из нас был похоронен? Нам что же он не знаком, правильно? Так, теперь он говорит: ибо это место, говорит, с которым я еще не знаком. Умер Абу Мансур. Через 4 дня сын видит отца во сне. Сын говорит: папа, ты ушел от нас. Мы похоронили тебя. Мы потеряли тебя, папа. Ты расстался с нами, ты ушел от нас. Ушел к Аллаху Джалла ва Аля. И как Аллах тебя встретил, папа? Он говорит: дети мои, вы похоронили меня, я стал перед Аллахом. И Аллах спросил меня: о Абу Мансур, разве я не давал тебе достаточную жизнь? Уважаемые братья, кому 40 из нас, кому 50, кому 60, кому 70? Разве это недостаточная жизнь, чтобы мы одумались над тем, куда мы собираемся идти? Это достаточная жизнь. Абу Мансур, говорит, сказал: наам, я Рабби, да, о мой Господь, ты давал мне достаточную жизнь. Теперь, говорит, Аллах сказал: коли я тебе давал достаточную жизнь, с чем же ты ко мне пришел, о Абу Мансур? И я, говорит, сказал: я Рабби, 30 раз совершал хадж, побоявшись тебя. 30 раз пешком совершал хадж, побоявшись тебя. Аллаху Джалла ва Аля утвердительно сказал, говорит: я не принял ее. Если Аллаху Джалла ва Аля не примет от нас хадж, кто-нибудь может заставить его? Кто-нибудь может принудить его? Нет. Аллах, говорит, сказал: я не принял. Теперь, говорит, я сказал: я Рабби, я 40 лет воевал против римлян, защитив твою религию, я Раб. 40 лет, я Раб, я воевал на твоем пути. Неустанно воевал, я Раб. И Аллаху Джалла ва Аля, говорит, сказал: тоже не принят, о Абу Мансур. Ла иляха илляллах. Потом, говорит, я сказал: я Рабби, 60 лет ночами читал Коран, молился, а днем постился. 60 лет. Мало? Аллах, говорит, сказал: тоже не принят, о Абу Мансур. Я, говорит, сказал: я Рабби, жил бедная, зарабатывал руками и потом. Однако я умудрился из этих денег 40 тысяч золотых динаров раздавать бедным на твоем пути, о мой Господь. И Аллаху Джалла ва Аля, говорит, сказал мне: тоже не принят, я Абу Мансур. А нам это известно, что у нас примет, чтобы мы вот так гордо ходили по земле, не почувствовал соседа, брата, родственника, человека, животного. Ла хаула ва ла куввата илля билля. Помните одно: чем человек становится ближе к Аллаху Джалла ва Аля, тем он становится вежливее и нежнее. Чем человек отдаляется от Аллаха Джалла ва Аля, он становится жестче и грубее. Это золотое правило. Дальше что? Аллах, говорит, сказал: тоже не принят, о Абу Мансур. Ты отдавал это, 40 тысяч динаров, а я не принял. Потом, говорит, я, говорит, сказал: идан хибту хасирту, я Раб. Тогда, говорит, я потерпел неудачу, о мой Господь. Делай, что хочешь, и я твой раб, а ты мой хозяин. Я твой раб, а ты мой хозяин. Аллах потом, говорит, сказал: о Абу Мансур, помнишь, как однажды ночью
Ты шел по улице в селе. Где ты живешь? Ты наткнулся на булыжник, о Абу Мансур. Я, говорит, сказал: да, о мой Господь, я помню этот случай. Аллаху Джалла ва Аля, говорит, сказал: и ты убрал этот булыжник с дороги, побоявшись, что кто-нибудь из братьев и сестер или животных спотыкнется и упадет. Там не было никого, о Абу Мансур, кроме меня и тебя. И этот поступок тобою было сделано ради меня, о Абу Мансур. Помнишь этот случай? Я, говорит, сказал: наам, я раб, да, о мой Господь. И Аллах, говорит, сказал: из-за этого я простил тебе, о Абу Мансур, войди в рай. Аллаху Акбар. Не ленитесь совершать богоугодные дела и поступки. Всегда старайтесь опережать братьев, творить добро. Не думайте, что это маленькое добро, а вот это тебя спасет. Всех благ наземных и загробных пусть Аллах возвысит нас и простит бедных рабов своих. Акулу каули хаза ва астагфируллаха ли ва лакум. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.